Добрый вечер. Слушаю вас. Господин Какие президент, вопросы? здравствуйте. Привет. Агентство Интерфакс. Вы сегодня больше 3 часов общались с господином Си Цзиньпинем. Расскажите, о чем вы разговаривали? И какими вам видятся перспективы двусторонних отношений на фоне внешних факторов, в том числе региональных конфликтов на Украине, палестино-израильского конфликта? Ведь не секрет, что многие страны так или иначе в них вовлечены. Вот сегодня всех потряс удар по больнице в Газе. Каким вам видится влияние этих факторов на развитие и перспективы двусторонних отношений с Китаем? Первая часть вопроса, касающаяся того, о чем мы говорили, вы сами сказали, 3 часа мы разговаривали с председателем КНР. Ну, все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много. Много там вопросов. Это экономика, там, финансы, политическое взаимодействие. На международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке. Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке, тоже довольно подробно. Так что, наверное, мы 3 часа разговаривали, поэтому для того, чтобы все подробно изложить, нужно тоже 3 часа. У нас такого времени нет, да и не нужно. Основные темы и направления я назвал. Первое. Второе, по поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие. Что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом. У нас вот в марте были достигнуты определенные договоренности, изложено там тоже, кстати говоря, 8 пунктов. Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года. Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный. Я бы обратил внимание еще на то, что делается это с обеих сторон без раскачки и без административных проволочек. Что, честно говоря, даже для правительственных структур любой страны необычно. Ну, любой страны, да, дело не в Китае, не в России. Все-таки, как правило, это масштабные мероприятия, которые мы наметили до 30 года, они конкретный характер носят. И обычно там бюрократические структуры сидят месяцами. Мы сделали это довольно быстро, и это дает основание полагать, что все будет также и реализовываться быстро. Тем более, что тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно. Потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200. И обращаю вот еще на что внимание. Я сказал, что Россия занимает 6-е место в числе торговых партнеров Китая. На самом деле это, если чисто формально подходить, это не так. Она занимает гораздо более высокое место, потому что здесь и Гонконг, и, значит, и вторая часть Китая. Все это вместе Китай. И, строго говоря, можно эти два фактора не учитывать, а если иметь в виду, что с соседними странами, у любой страны всегда больший торговый оборот, я имею в виду Южную Корею и Японию, то из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем 2-е место в торговле с Китаем после Соединенных Штатов, обогнав уже по этому показателю и Федеративную Республику Германию. Пожалуйста, Владимир микрофон. Виктор Синелок, Минсоцвестия. Скажите, пожалуйста, вы наверняка обсуждали с своим китайским коллегой не только проект «Один пояс, один путь», но и инициативу Большого Евразийского партнерства.
Скажите, пожалуйста, как по-вашему, это инициативы взаимодополняемые или там есть какой-то элемент конкуренции? Ну, послушайте, я уже говорил, я говорю абсолютно искренне. Вы посмотрите, что такое китайская инициатива «Один пояс, один путь». Это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира. Всех. И американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и России касается. А то, что называется евразийским партнерством, евразийским, это вот локально, это большое пространство. И для нас абсолютно приоритетное для России. Но это все-таки не имеет такого глобального характера, как китайская инициатива. Поэтому без всякого сомнения одно дополняет другое. И в наших заявлениях же есть это. Мы поработали над этим с обеих сторон. Более того, мы заинтересованы в развитии китайской инициативы «Один пояс, один путь». Потому что, создавая свою инфраструктуру, о которой я говорил сегодня, и выступая на сегодняшней сессии, на пленарном заседании, все-таки, когда мы создаем, развиваем и Транссиб, и БАМ, Северный морской путь, наши железнодорожные ветки восток, север и юг, железнодорожную и автомобильную сеть, ну и так далее. Вот это все, если будет развиваться и китайская инициатива «Один пояс, один путь», это будет создавать синергетический эффект. И для тех усилий и тех вложений, которые мы сейчас делаем, развивая российские возможности, мы в этом заинтересованы. Будем работать совместно, никакой конкуренции здесь нет. Да, пожалуйста. Добрый день, Константин Панюшкин, Первый канал. Буквально накануне поездки вот сюда, в Пекин, вы провели марафон телефонный с главами ближневосточных государств. Поделитесь, пожалуйста, вот какое сложилось у вас впечатление тогда, после этих телефонных разговоров? Казалось ли тогда, что новой большой войны на Востоке, на Ближнем Востоке можно избежать? И изменилась ли ваша позиция, что вы думаете теперь, сегодня, после чудовищного удара по госпиталю в Газе и того, как на этот удар отреагировал исламский мир? Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю, трагедии, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых, это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров. Это первое. Второе, что касается моего впечатления после разговора с 5 лидерами региона. Это были важные и своевременные разговоры. Я вам сейчас скажу главное, без деталей. У меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения развития и конфликта и усугубления ситуации. Вот, на мой взгляд, основные игроки, кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня так сложилось впечатление, таких практически нет. И это очень важно. Да, Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Президент Украины практически похвастался тем, что Киев не только получил, но уже и начал использовать американские дальнобойные ракеты «Атакамс». Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому режиму. Подтвердил в режиме секретности. Что он передавал в режиме секретности эти ракеты. Понятно. И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьезно может изменить обстановку и как Россия будет реагировать? Да, во-первых, это, конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот об этом можно точно сказать. И наконец, следующий момент.
Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. А вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Вот они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Вот, поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка. Ну и, наконец, ошибкой уже более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот, плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую, но по моему поручению военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. Ну, пожалуйста. Ну, давай, Андрей. Газета «Коммерсант», добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли по результатам ваших переговоров предположить, хотя бы предположить, что в результате арабо-израильского конфликта будет создано, наконец, государство Палестина? И как это может быть, если на сегодня существует, по сути, две враждующих Палестины? Ну, две враждующие Палестины, это вы преувеличили. Есть противоречия внутри палестинского сообщества, и Западный берег, и вот Газа, но я бы не называл их враждующими. И реакция президента Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией. Но это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия, и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом. Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело, мы не можем здесь руководить этим процессом. Что касается создания палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Иерусалиме, на Восточном. Но об этом мы говорим давно, международное сообщество говорит об этом давно, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача создать два независимых суверенных государства. Не знаю, будет ли этот сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу. Потому что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединенные Штаты пытались это сделать, это совершенно невозможно, и сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальные задачи политического характера. Ну, давай сейчас, Дима, еще пару вопросов, раз и два, и на этом закончим. Да, Агентство ТАСС.
Агентство ТАСС. Вы вчера встречались с премьер-министром Венгрии Орбаном, и по итогам этой встречи он рассказал, что поднимал вопрос о возможности прекращения огня на Украине. И после беседы с вами, как он сказал, он не остался обнадеженным. Могли бы вы нам рассказать, что вы такое ему сообщили, почему Орбан потерял последний оптимизм? И, возможно, вам удалось переговорить с Вучичем? Да, на ногах мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности. Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что это у него оптимизм исчерпан. Но я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный. В принципе, я не думаю, что это так, что у него последний оптимизм исчерпан. Но моя позиция в этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможно ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Трансформация в правильном направлении. Вот там господин Боррелли потом говорит уже, за это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться. Значит, что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик. А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. А этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества. Они ему завидуют. За это и нападают. И завершающий. Президент США Я говорит... вот показал на человек слова. Ну, не извиняться не надо, задавайте вопрос тогда. Президент США заявил о том, что война проиграна Россией. Он говорит, что сейчас задача США – это объединить Европу против России. Молодец. Как следует оценивать такое? Но если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим-то? Зачем атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Ну, можно, конечно, пожалуйста. Про чаепитие. Если не секрет, 2 часа или 3 часа назад вы уехали из того дома, где проходили переговоры, и приехали только недавно сюда. Может быть, вас Си устроил вам экскурсию по Пекину, председатель Си, как вы в свое время его к себе в гости звали, чай попить около камина, если не секрет. Ну да. Ну, у нас был обед такой в узком составе, деловой, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники. А потом председатель Си предложил нам уединиться, мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, так и есть, именно за чашкой чая. Вот. Говорили тоже еще там часа, полтора, там, может быть, 2. Ну, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень такая продуктивная и содержательная часть разговора. А вот то, что вы сказали о патрулировании над Черным морем, не назовут ли это очередной угрозой со стороны России? Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. Спасибо большое. Всего доброго. Благодарю вас за внимание.